Здравствуйте, уважаемые болельщики футбола. Добро пожаловать в итальянскую серию А. Милан, стадион Сан-Сиро или Джузеппе Меацци, кому как угодно. Перед вами крупным планом лицо главного арбитра матча в 10-м туре между Интером и Дженуа. Это Паоло Тальявенто. Арбитр, который уже прославился, наверное, в веках в этом сезоне, когда, обслуживая матч между Ювентусом и Кальяри, поставил ворота старой сеньоры 3 пенальти. Однако третий, потом, посовещавшись с боковыми своими ассистентами, отменил. Тогда Ювентус переиграл Кальяри в гостях со счетом 3-2. Сегодня игра Паоло Тальявенто выпала, возможно, не менее сложная, потому что чемпиону, действующему в итальянской серии А, противостоит самый старый итальянский клуб Дженуа, основанный аж в 1793 году. И, не откладывая, перейдем к оглашению стартового состава. Вы сами понимаете, что уже в стартовый состав Интера не попал вот этот парень волосатый, Златан Ибрагимович, а равно как и, например, Вальтер Самуэль, еще один основной игрок. Роберто Манчини, перед вами главный тренер интеристов, решил поберечь этих ребят, потому что в следующем туре, уже через 3 дня, на этой же неделе, Интеру играть против Юве, а Ибрагимович с Самуэлем находились под угрозой получения желтых карточек. Соответственно, если бы они сегодня вдруг схватили горчишники, а тут ведь, как осторожно рассуждал на эту тему Манчини, не все зависит от стечения игры, может быть, какие-то вещи подводные будут, и вдруг кому-то захочется не видеть этих футболистов в матче против Ювентуса, мало ли что, мы все знаем, где самый громкий скандал, ля-ля-ля-ля и так далее, да, вы знаете, все. В общем, в любом случае, Манчини сегодня решил придержать в запасе, естественно, он их заявил на игру, Вальтера Самуэля и Златана Ибрагимовича, главного лучшего бомбардира в серии А в текущем сезоне. Итак, стартовые составы команд: Интер. Орландони в воротах, в поле Майкон, Кордоба, Киеву, Максвелл, Занетти, Камбьясо, Сезар, Креспо и Круз. Такой состав. Дженуа в воротах Рубиньо, в поле Бега, Де Россо, Лукарелли, Росси, Миланетто, Конко, Фабьяно, Леон, Борьелло и Данило. Главные тренеры команд: Роберто Манчини в Интере и Джампьеро Гасперини в Дженуа. Итак, Интер возглавляет чемпионскую гонку. В активе команды после 9 проведенных матчей 21 очко. Пока не терпел поражения Интер в этом сезоне в чемпионате Италии, хотя уже был бит в Лиге чемпионов. Вы помните, Фенербахче в первом же туре. Но вот в домашнем первенстве в 9 играх 6 побед и 3 ничьи. Дженуа располагается пока на 10-й строчке, у нее 13 набранных очков после тех же 9 туров. 3 победы, 4 ничьи и 2 поражения. Терпела команда Джампьеро Гасперини. Причем поражения такие не то чтобы очень обидные. В первом туре Дженуа проиграл Милану. В 8-м Ювентус 1-0. Кстати, тоже был довольно памятный матч. Тогда впервые после переподписания контракта на поле появился воодушевленный Алессандро Дель Пьеро, который забил с передачи Павела Недведа единственный мяч. Кстати, Недвед в той игре был удален еще, ко всему прочему, но уже в компенсированное время. Вот, так что Дженуа крепкий орешек, проигрывает по очень сильным командам, только тем, кого нельзя не назвать грандом, по любым совершенно меркам. И со всеми остальными соперниками команда Гасперини играет как минимум на равных, ну а многих вовсе переигрывает. Тех, которые равны ему примерно по классу сегодня. Но вот смотрите, первые минуты игры, и гости довольно активно начинают. Первый удар по воротам наносят именно они. Это приложился к мячу Данило. Бразильский полузащитник Дженуа. Мяч сильно выше ворот прошел, а вот очень примечательный, кстати, субъект еще перед нами. Возможно, кому-то незнакомо это лицо. Паоло Орландони, голкипер, который уже 3-й сезон проводит в Интере, но сыграл за эту команду только 2 игры. Да и то второй из этих игр он провел в прошлом туре, когда получил травму основной голкипер Жулио Сезар.
Играл Интер с Палермо в гостях. Матч завершился со счетом 0-0. Жулио Сезар получил травму спины, до сих пор лечится. Франческо Тольдо еще дольше лечится, еще с прошлой весны. И номинально третий голкипер команды Орландони. Ох, какой опасный момент здесь игра на голкипера. Конечно, Рубиньо поднимется. Да, так вот, Пауло Орландони теперь в той ситуации, когда третий становится первым. Хотя вот говорят, что после матча с Палермо удостоился он аплодисментов выездной бригады тифози миланских за сделанную работу. Там в паре эпизодов он команду выручил. А так карьера, конечно, в Интере складывается довольно скучно. В позапрошлом сезоне единственный матч, 2 пропущенных мяча. В прошлом сезоне вообще на поле не выходил. Ну и вот появился теперь здесь. А вообще карьеру начал очень давно, еще в 91 году в клубе Мантова, который выступал тогда в серии С2. Ну да ладно, бог с ним, посмотрим, как он себя проявит. Пока, наверное, у Пауло Орландони сказано у нас больше слов, чем он своей игрой заслужил. Но что-то подсказывает мне, что активность клуба Дженуа сегодня заставит этого голкипера поработать в воротах Интера. Абсолютно все тренеры в серии А не стесняются говорить комплименты Дженуа и тренеру этой команды Джампьеру Гасперини. Автоматизм, для которого доведены передачи этой команды, комбинационный стиль, очень нравился Клаудио Раньери, наставник Ювентуса. Примерно те же слова о способности играть в динамичный коллективный футбол высказал перед матчем на пресс-конференции Роберто Манчини. Ну и игра пока лучшее подтверждение опасений этих маститых тренеров, работающих в больших командах. Смотрите, какая группа поддержки у Дженуа. Команда гостей действительно пока ведет игру. Что интересно, Роберто Манчини и Джампьеро Гасперини никогда раньше в качестве тренеров на поле не встречались. Более того, Манчини никогда не играл против Дженуа как тренер. Хотя как футболист, как игрок, конечно же, провел в легендарных генуэзских дерби не один матч за свою Самдорию в свои лучшие, наверное, футбольные годы. И неоднократно побеждал эту команду. Но вот как тренер не имел чести играть против Дженуа. Это объяснимо, потому что Роберто Манчини работает не так давно в Интере и вообще не так давно тренирует, если уж на то пошло. Ну а Дженуа с Интером не пересекалась в серии А уже 12 лет. Последний раз вот здесь на Сан-Сиро играли эти команды весной 1995-го. И Интер выиграл 2-0. Рубен Соса и Марко Дель Веккио тогда принесли очки интеристов. И, в свою очередь, Джампьеро Гасперини тоже никогда не играл против Интера в качестве футбольного тренера. Ну, у него карьера такая большей частью связана с Ювентусом. Правда, все побольше по молодежной части. Сначала играл в этой команде за все мыслимые и немыслимые юношеские команды, а потом эти самые мыслимые и немыслимые юношеские тренировал. Отличный удар. Берется за дело команда хозяев, и Рубиньо показывает себя во всей красе. Мяч переведен на угловой. Да, очень здорово. Посмотрим, как они этот угловой разыграют. Рубиньо. На подхвате снова футболисты Интера. Хавьер Занетти. Еще одна подача, удар и вытаскивает из ворот сейчас первый мяч Рубиньо, но второй отразить он не смог. Иван Кордоба торжествует свой второй в сезоне забитый мяч в серии А. Счет открыт. 8-я минута игры. Быстрое начало. И резвый Иван Кордоба. Уж сколько раз твердили миру, вот и Массимо Моратти, президент Интера, тоже радуется, правда, сдержанно. Много раз говорили, как опасен он в борьбе
перед воротами при стандартах. Как здорово он играет головой, как здорово он выбирает позицию, как здорово он перепрыгивает даже более рослых оппонентов. В этот раз мы видим, Эрнан Креспо нанесет первый удар. После передачи Занетти справился Рубинью с этим сложнейшим ударом. Здесь, безусловно, всю вину должны взять защитники, прыгавшие без толку рядом с Эрнаном Креспо. Ну а Иван Кордоба также был упущен игроками обороны. Уж не знаю, кто там должен был отвечать персонально. Здесь не разобрались просто футболисты Дженуа, которые довольно резво начали интересно. И игра была многообещающей, пока остается таковой. Потому что она сулит нам интересные эпизоды не только у ворот Рубиньо, но и у ворот противоположных. Так что все еще может быть, все еще может статься. Но начали хорошо. Поля. И сейчас удар от ворот. Андиассо. Сегодня, конечно, обращает на себя внимание своеобразная ротация в составе Интера. А к составу этому мы имеем возможность присматриваться регулярно, потому что имеем в Интере предметный интерес. До сих пор российский чемпион ЦСКА соперничает с миланским клубом в Лиге чемпионов. И одну игру московскую уже провели эти команды, ответная в Милане предстоит. Это как раз следующая будет, поэтому, наверное, нам особенно интересно следить за действиями команды Роберто Манчини. Видим мы, что Манчини, осознавая полностью все тяготы и прелести вот этой части сезона, когда и Лига чемпионов, и ответственнейшие матчи косяками пошли в серии А, начинает потихонечку ротировать состав. И игроки, которых привычно было видеть на иных позициях, появляются в новых амплуа. В частности, сегодня капитан Хавьер Занетти, игравший на фланге обороны, действует в центре полузащиты. Смотрите, какой еще один классный удар головой. Буквально с линии штрафной площади наносят футболисты Интера. Сезар. Ну, отсюда, может быть, и не кажется таким уж опасным этот удар, но тем не менее. Он летел довольно сильно этот мяч. Повтор забитого мяча еще и еще раз. Удар Креспо и отпущенный Миланетто. Омаром Миланетто, 77-м номером. Он, кстати, по-моему, самый невысокорослый в составе Дженуа. Этот полузащитник, вот он сейчас получает мяч. И именно он прозевал Ивана Кордоба. То есть, в общем, объяснимо, наверное, почему невысокий Кордоба и невысокий Миланетто стояли друг рядом с другом в штрафной площади. Миланетто был представлен Кордобе. Плюс сам нашел себе такого оппонента, но немножко не рассчитал. Выбрал себе соперника не совсем по плечу, потому что тот просто играет головой лучше. И здесь уже качество роста, они немножко отходят на второй план. Но получает сейчас право на штрафной удар футболисты Дженуа. И Миланетто разыгрывает мяч. Не решается подавать его в штрафную площадь. Может быть, что-то получится, если они сыграют низом. Нет, перехват. Обратный перехват. Миланетто. Команда Джампьеро Гасперини действует в привычной для себя манере в три защитника. И, между прочим, в три нападающих. При этом трио форвардов составляют Марко Борьелло, лучший бомбардир Дженуа, в его активе 5 забитых мячей, а также Фабьяно и Хулио Сезар де Леон, прозвищу Рэмбо. Очень хороший пас сейчас Рэмбо отдал. Да, мы можем понять Гасперини, его негодование. Еще одна ошибка, но теперь уже подарок со стороны футболистов Интера. И ответная любезность, такая совсем джентльменская, у генуэзцев. Хаотичная серия передач, прямо скажем. В довольно простых ситуациях футболисты двух команд дарили друг другу мячи. В атаке
нападающий. Ответную передачу. Сезар здесь спокойно взял мяч. Вот Занетти. Ну, для него роль центрального полузащитника довольно привычна. Поэтому не теряется, когда оказывается на относительно свободном пространстве, не зажатый боковой линией. Киеву. Киеву хорошая передача в штрафную площадь на Креспо. Здесь на подхвате оказался на правом фланге. Максвелл. Кстати, в числе потерь, но те были потери не совсем полноценные, потому что люди могут выйти на поле, в принципе. Но есть потери настоящие из-за травм. И кроме Тольдо и Жулио Сезара, это, естественно, Деян Станкович, который травмировался в том самом матче против Палермо, как и голкипер основной. И Станкович, который довольно полезно играет на атаку, где бы он ни располагался, на фланге или в центре. Не может выйти на поле и не сможет выходить еще неделя, может быть, даже 2. Ну, Интер, конечно, это команда с очень серьезным резервом. Причем он не формальный, этот резерв, а вполне играющий. И футболисты, которые какую-то часть времени в начале этого сезона могли просиживать на лавке, появляются на поле и обнаруживают полную готовность играть. Максвелл, Камбьяссо, там Креспо. Довольно плотно обороняется Дженуа. Максвелл. И в касание Сезар с ним сыграл. Пошел вперед бразилец. Навешивает мяч над вратарской площадкой. Ну, пожалуй, здесь Круз не смог подстроиться этот проход, потому что он отошел назад к линии штрафной площади, в то время как следовало, наверное, пойти на дальнюю штангу. Вот еще одна попытка. Борьелло. Передача Леону на правый фланг. И ответный пас хороший. Борьелло на ближней штанге. И можно продолжить атаку. Надо найти только партнера. Нашел партнера в виде Миланетто. Однако пас оказался сорванным. Контратака Интера быстро разыгрывает мяч интеристы. Луж Фигу. Креспо. Отличная передача на левый фланг. Ускоряется Хулио Круз. Головой показывает Пауло Тальядо. Еще один угловой. И опять с той стороны. А это значит повышенное внимание Креспо и, само собой, Ивану Кордобе. На высоте. Ух ты! Рубиньо. Большая проверочка на бдительность. Максвелл показывает, что он немножко разочарован. Не то он задумал. А
Но ведь получился это довольно опасный удар. Еще один угловой увидим. Рубиньо довольно смело играет на выходах. Вот только не может он избавить свою команду от возможности, точнее даже не возможности, а необходимости отбиваться снова и снова, потому что, выбивая мяч, голкипер должен рассчитывать на полевых игроков, которые подбирают мяч и уходят в контратаку, а вот этого не получается у Дженуа. Команда Гасперини при угловых замыкается всем составом, буквально даже не в штрафной своей, вот сейчас очень хорошо это видно, буквально в пределах вратарской площадки сосредоточены все полевые игроки гостей. И в этом скоплении людей, в этой тесноте Рубиньо делает все, что может. Нетто, штрафной, да, Марко Барьелло, простите. Фигу замер вот в этой позиции. Нет. Нарушение. Совсем здорово он распределил вес между двумя ногами и оказался в такой ситуации, когда быстро рвануть вслед Барьелло он не мог. Вот такие моменты, наверное, должны быть главными шансами Дженуа. Орландони. Ловит кураж. Действительно, этот мяч мог лететь в угол. И прыжок был не фото вспышек ради и не аплодисментов для. Спасать ворота нужно было по-настоящему. Теперь угловой. Не дотягивается Орландони. Кто на подхвате? Здесь 29-й номер. Опять угловой. Фабьяно подхватывал мяч и продолжил эту атаку. Но сейчас подача не совсем хороша. Хотя Фабьяно снова поборется за подбор. Поверим Санетти, здесь Абдулай Конко. Фабьяно. Середина первого тайма. Матч 10-го тура итальянской серии А. Мы смотрим. Интер против Дженуа 1-0. Счет открыл Иван Кордоба на 8-й минуте. А вот теперь 1 в 1. Нет, не пошел Круз против Беги бороться. У защитника небольшая фора, метров 4-5, наверное. Вот хороший длинный пас. Вот догнать бы его и обработать бы. Фабьяно. Браво, сказал партнеру. Идея хороша, можно будет попробовать в другой раз. И, между прочим, здесь уже обнаружил нешуточную активность Майкон, играющий по правому краю. Его авторству, помните, принадлежит опасный удар такой со смещением в центр.
этими походами Майкона вперед. Более того, ведь напарник бразильца по игре на правом фланге, это, скорее всего, по идее, Луиш Фигу, который очень много времени проводит в центре. Строго говоря, нельзя назвать его полузащитником правой бровки. И никогда, наверное, нельзя было назвать его крайним полузащитником. Это амплуа, которое отсекает от таланта и способности Луиша едва ли не половину. Нельзя его было этим ограничивать. Но, однако же, все-таки его таланты, как правило, проявлялись. Когда ему давали возможность играть и на флангах, и в центре, и свободно менять эти зоны в ходе матча. Получает по ногам Эрнан Креспо. Не столь очевидным был удар по ногам. Может быть. Тем не менее, Тальявенту ставит свободный. Занетти. Максвелл. Отбивается Дженуа. Собирается идти вперед Конко. Довольно интересный полузащитник. И вполне, возможно, знакомый со Златаном Ибрагимовичем по времени, проведенному в Ювентусе. Конко оттуда. Он стал частью сделки между Ювентусом и Дженуа, когда старая сеньор приобретала защитника Доминико Кришито. Ювентус расплатился с генуэзцами деньгами и вдобавок еще отправил в Геную Абдулая Конко в качестве живого товара. А Конко, между прочим, футболист серьезный. Не просто разменная монета. Штрафной сейчас. Рубини очень внимательно вглядывается в прорехи того забора, который сам он сколотил наспех. Кто решится пробить? Здесь есть Фигу, есть Круз, есть Санетти, которому можно откатить мяч в центр. Тальявенту требует бить. Интеристы спорят, что стенка переползла на полметра вперед. Тальявенту показательно идет отсчитывать шаги. И действительно оказывается, что Интер был прав. Но мы же вам говорили, замечает сейчас Роберто Манчини, положенных 9 метров 15 сантиметров нет, нет, но тем не менее, даже отодвинув стенку, Интер не преуспевает. Штрафной удар, в исполнении этого удара мяч бьется в ограждение. Данило. Алессандро Лукарелли. Между прочим, младший брат Кристиано Лукарелли, играющего в нападении донецкого Шахтера. Хорошая подача, мяч-то пришел на ногу. Нужно бить по воротам Орландони. Ай да вратарь, молодец. Выручил сейчас команду после удара Родригеша Фабьяну, который совершенно один второй волной атаки пришел в штрафную площадь, и некому было на него выйти. Возможно, чуть больше времени, чем нужно, потратил на обработку этого мяча сейчас Фабьяну. Надо было попробовать пробить первым же касанием. Тогда можно было поставить в тупик голкипера. Но, похоже, Орландони, так долго сидевший на лавке, наслаждается сейчас возможностью играть в воротах Интера, выручать Интер. Нравится болельщикам Интера. Камбьясу теряет мяч, небрежно играет в середине поля. Леон! Поднимайся, Леон! Ты же Рэмбо! Показывает ему Паоло Тальявенто. В атаке Интер. Луиш Фигу. Один совсем есть на левом краю Сезар.
Киву играет в ближнем. Максвелл пасует вперед в касании. Не очень удобный пас для Креспо. Миланетто. Росси отыгрывает назад. Конко. Леон движется вперед, нападающий из Гондураса, и наносит удар. Мощный удар в верхнюю оградительную сетку. Ну, как мог. Даже не коснувшись мяча, но одним своим присутствием Хулио Рикардо Круз добивается права подачи. Фигу будет выполнять ее. Но мы, конечно, по привычке будем всматриваться. Ивана Кордобу, Эрнана Креспо, Хулио Круз. Тоже здесь не лишний. Фигу подает. И снова корнер. Фабьяно боролся с Эстебаном Камбьясо. Смотрите, как выстрелили стюарды. За этими воротами нет никого на секторах. Ох, опять какой классный удар. И снова ведь Кордоба. Вот человек, вот умеет. А нет, Кордоба выскакивал. Он был практически в точке, куда этот мяч пришел, но удар, по-моему, нанес все-таки Креспо. И еще один резанный такой удар. Хулио Рикардо Круз. Я не знаю, нужно ли отдельно проговаривать сейчас. Креспо, да, наносил удар. Насколько же опасны, хорошо отработаны, риски угловые в исполнении Интера. Как они играют головой. Между прочим, такого господства в воздухе на штрафной ЦСКА в Москве у интеристов не было, насколько я помню. Но играть придется вот теперь здесь, на Сан-Сиро, где им знакома каждая травинка, где и мяч летит на ворота так, как им, хозяевам, нужно. Следует присмотреться. Гурьело играет направо, здесь с мячом Данило. Падает. Цезар. Киву. Фигу. Шикарным движением встречным ушел от защитника, но бежать долго с мячом возможности уже нет, не те годы, поэтому поскорее найти партнера впереди и сделать точную передачу. Старался Луиш Фигу. Занетти, Камбьясо. Цезар. Все по очереди выходят навстречу мячу. Камбьясо. Немножко не хватило сейчас полузащитнику смекалки. Делал передачу, а ведь если бы попробовал развернуться вокруг собственной оси и пойти вперед, то обнаружил там свободное пространство. Вот примерно такое же, как сейчас перед Майконом. Майкон пасует мимо ворот вдоль линии угловой. Набегал Камбьясо там. Угловой. Это Интер любит. Конко.
футболист Интера. И нет большой беды хозяевам, если вдруг сразу не удалось ударить в штрафной площади по мячу головой. Потому что там, за пределами, тоже все в порядке. Еще один человек, который довольно долго лечится, сейчас обнаружился на трибунах Сан-Сиро. Следит за перипетиями игры Марко Матерацци, скандально известный защитник Интера. Автор уже нескольких книг, посвященных его другу Зидану. Миланетто, Лукарелли. Снова Миланетто. Какой неочевидный пас. Поставил в тупик своих партнеров. Занетти обострял. Данило. Миланетто. Леон. Его преследует Цезар. Леон без раздумий наносит удар. Данило подхватывает мяч. Быстрая игра. Между прочим, это Дженуа заставляет Интер играть вот в таком хорошем темпе. Дженуа, который не стесняется идти вперед большими силами. Много играет в атаке в пас. Ну и, мне кажется, Дженуа по-прежнему побольше владеет мячом, почаще его разыгрывает. И, как следствие, темп игры и ее общий рисунок задают именно хозяева, именно гости. Хотя хозяевам, конечно, тоже в охотку поиграть быстро, подключить к своим атакам защитников крайних, и не только крайних. Вот Киев, например, сейчас ринулся в атаку и в стенку предложил сыграть Цезаром. Камбьясу пока на месте центрального защитника. Кордоба. Между прочим, еще почему приветствуют так Орландони, болельщики Интера, это, наверное, главная причина. Ведь это единственный итальянец в составе этой команды. Поэтому тифози черно-синих поддержали Паоло в игре против Палермо. Ну и здесь тоже его присутствие вызывает особую радость. Камбьясо разобрался. Максвелл. Кросс. Штрафной. Между прочим, повезло Данилу, или кто это был? Нет, это был Росси. Марко Росси, повезло ему нарушить правила до штрафной площади. Если уж пришлось нарушать, то повезло, что так. Тольятти тут пенальти ставит охотно. Посмотрите, где должна расположиться стенка, по мнению рефери. Такие расстояния, конечно, чреваты очень острыми и неприятными для Дженуа
розыгрышами. Мяч практически на линии штрафной площади установлен. И это как будто угловой, только дистанция для подачи вдвое короче. Фигу решил пробить, надеявшись на удачный рикошет с острого угла. Идея была не очень хороша. А может быть, идея была хороша, как это часто бывает, но воплощение... Сороковая минута первого тайма в матче 10-го тура Интер-Дженуа. Хозяева поля впереди. На 8-й минуте отличился Иван Кордоба после розыгрыша углового. Сейчас угловой ворот Интера. Марко Борьелло заработал. Это генуэзская публика здесь. Довольно многочисленная и шумная группа. Не добрался до мяча Орландони. Выбивает из пустых уже ворот мяч. По-моему, Луиш Фигу, между прочим. В контратаке Интер может получиться быстро и остро. Желтая карточка. Красная карточка. Ха-ха-ха, Амар Миланет. Нет, желтый. Ну что? Что вы нас так пугаете, Пауло Тальяно? Видимо, отблеск этой вот выразительно красной мантии, в которой облачен судья, несколько сбивает стоп. Да, Фигу спас ворот сейчас. Так Амар Миланетто получает желтую карточку. Наверное, вот такого рода срыв атаки, пусть даже он карается карточкой, оправдан. Потому что сами видели, как быстро бежали вперед футболисты Интера. И, по-моему, даже они численно превосходили обороняющихся генуэзцев. Выход 1 на 1 на ворот нельзя было допускать. Данило. Это тоже будет, наверное, карточка по логике. Да. Хотя Фигу хитрый лис обставил все так, как будто он просто мимо пробегал и зацепил случайно нападающего Дженуа. Оп. И тот уже падает. Пьеро Гасперини с грифоном, который уже долгое время остается символом клуба Дженуа на груди. Амар Миланетто отстраняет партнеров от мяча, хотя Леон все-таки назойлив, предлагает свою помощь при розыгрыше. Ну что ж, на 43-й минуте первого тайма у гостей очень хороший шанс создать заварушку у чужих ворот. Миланетто пытался перебросить стенку, и вторая попытка, теперь уже подачи. Удар от ворот. Марко Борьелло нарушал правила на Майконе. Да. Положил ему на плечо локоть. И этого дружеского жеста Паоло Тальявенко не оценил. Идет вперед Кордоба. Росси.
Леон. Толчок в спину. Штрафных у Джена уже, по-моему, не меньше, чем у Интера угловой. Футболисты миланского клуба также свободно обороняются при стандартных положениях в своей штрафной площади, как атакуют на стандартах в гостях у Рубини. Сейчас нарушил правила. Конку играл опасно против Хавьера Занетти. Последние минуты первого тайма. С мячом Интер. Ну, пожалуй, минутку может накинуть Левенту, но нет. Делать он этого не решил. 1-0 после первого тайма. Футболисты Интера переигрывают Дженуа. Продолжаем смотреть футбол на Сан-Сиро. 10-й тур итальянской серии А. Интер играет Дженуа. После первого тайма 1-0. В пользу хозяев поля. Забитый мяч на счету Ивана Кордобы. Удачный был розыгрыш углового. Удар Эрнана Креспо. Голкипер Дженуа вытащил мяч с огромным трудом из-под перекладины. Но на второй удар собраться он уже не успевал. А Иван Кордоба выскочил успешно, удачно, без противодействия со стороны полевых игроков Дженуа и протолкнул мяч головой в сетку ворот. Так был забит мяч. Рассказываю это тем, кто, возможно, не видел. Составы команд. Нет изменений по сравнению со стартовыми, поэтому они же и на поле. Итак, Интер в воротах Паоло Орландини 22-й. Полевые игроки 26-й Кристиан Киву, 2-й Иван Кордоба, 13-й Майкон, 6-й Максвелл, это защитники. В полузащите 4-й Хавьер Занетти, он капитан команды, 19-й Эстебан Камбьясо, 31-й Сезар, 7-й Луиш Фигу. И в нападении 9-й Хулио Круз, 18-й Эрнан Креспо. Роберто Манчини, главный тренер Интера. Дженуа. В воротах 83-й номер Рубиньо. Полевые игроки 4-й Франческо Бега, 25-й Гаэтано де Росса и 16-й Алессандро Лукарелли. Это линия защиты. 29-й Фабьяно, 8-й Сакраменто Данило, 24-й Абдулай Конко, 77-й Омар Миланетто и 7-й Марко Росси. Действуют в середине поля. В атаке играют 11-й Хулио Сезар Леон и 22-й Марко Борьелло. Главный тренер Дженуа Джампьеро Гасперини. А это Массимо Моратти, владелец Интера. Главный арбитр матча Паоло Тальявенто. Посмотрим, чем попытается удивить хозяев поля Дженуа во втором тайме. В первом этой команде, безусловно, хорошо организованной и знающей, что делать на поле с мячом. Не доставало, конечно, острых моментов. И это, наверное, прямая недоработка нападающих. Но не все зависит только от них. Кордоба. Пошел вперед Кристиан Киву. И Максвелл. Леон его встретил по-мужски. Передача очень хороша. Борьелло. Миланетто. Удар по воротам. Мяч летит прямо в руки Паоло Орландини. Какая-то непривычная, хотя, может быть, для него вполне естественная бледность покрывает лицо голкипера Интера.
сидел в запасе, редко появлялся на свежий воздух, на солнышко, видимо, поэтому не очень загорел. Хулио Круз просит карточки для соперника. Его якобы схватили за трусы. Максвелл. Кордоба опасливо пасует на Майкона. А это Фигу. Фигу просто не удержит. Он хоть и сам нарушает порой правила, уже желтую карточку получил в первом тайме, но вот его прорывы, смелые прорывы на флангах и в центре очень часто ставят в тупик обороняющуюся сторону. Причем ведь ясно же, что Фигу особенно не хватает сил на то, чтобы бежать с мячом долго. Но вот в те моменты, когда он хватает таки мяч и ускоряется по направлению к воротам Рубиньо, это всегда оказывается неожиданным для игроков Дженуа. Они, конечно, не могут дожидаться того момента, когда он выдохнется, остановится и упрется носом в кого-то из защитников. Они бросаются в погоню и нарушают правила. А ему только этого и надо. Штрафной удар, который сам же Фигу может и исполнить. Есть там еще Круз, и есть рядом Киву. Вот Киву и бьет. В ближний угол, отскок и мяч в воротах. Эстебан Камбьясо, 50-я минута, 2-0. И все эти парни должны сказать спасибо. Нет, не Рубиньо, не нужно издеваться над вратарем. Они должны сказать спасибо Луишу Фигу, потому что это он все сделал. Неожиданный удар Кристиана Киву над стенкой, в ближний угол. Рубиньо не сумел прижать к себе мяч. А Камбьясо какой расторопный. Опережая защитников и своих форвардов. Тут как тут. Хотя из форвардов там мог быть, наверное, только Хернан Креспо, потому что Хулио Круз стоял рядом с мячом при розыгрыше. Вот так сегодня Интер дважды забил, разыграв в высшей степени показательно, хрестоматийно 2 стандартных положения, выжив из них максимум возможного. И чувствует себя прекрасно, хотя в перерывах между этими своими мощнейшими стандартными положениями вполне дает поиграть сопернику. И голкипер Орландони не простаивает без работы. Камбьясо. Теперь уже нельзя теряться в простых ситуациях. Теперь ты герой. Автор забитого мяча. Эстебан Камбьясо забивает первый в сезоне мяч свой. Хотя на поле выходит регулярно. Чаще Камбьясо в этом году в Италии играли только Занетти, Ибрагимович и Кордоба, собственно говоря. То есть если даже вести речь о неминуемой совершенной ротации состава, которая уже начинается сейчас в связи с большим количеством турниров и серьезной нагрузкой, то Эстебан Камбьясо в этой ротации, который можно вообразить себе неким механизмом, цепляющими друг друга такими зубчатыми колесами, которые крутятся, вращаются. Вот он пока постоянно остается в движении, не выпадает из обоим. Майкон. Об этом бразильцу такого сказать нельзя. Он как раз должен доказывать свое место в составе каждый раз. Майкон продавливает Фабьяну на правом краю. Так как переживают запасные. Златан, наверное, очень хотел бы выйти на поле. Но совершенно справедливо придерживает его Манчини. Знаете, какая интересная вещь. Златан Ибрагимович
При том, что это нападающий, который изначально и априори фигура, против которой нарушают правила, которые пытаются остановить, он один из главных грубиянов Лиги Чемпионов. У него больше всех фолов в проведенных матчах. Это связано с парадоксальной манерой игры Златана, который постоянно лезет на рожон, который очень много разговаривает с арбитрами. И в преддверии перед игрой с Ювентусом Златана Манчини решил приберечь, потому что он понимает, что тот мог бы схватить лишнюю карточку. Замены в составе Дженуа. Марко Борьелло уступил свое место на поле Лусьяну Фигероа, аргентинскому нападающему. И ушел с поля капитан Марко Росси. Вместо него играет Иван Юрич. Иван Юрич, такой сугубо оборонительный центральный полузащитник. Двойная замена — это всегда отчасти игра. Опасная, рискованная. Ну и признание того, что в стартовом составе не какие-то разовые случайные пропуски зажигания, сбои, а довольно серьезная проблема, которую заменой одного игрока нельзя решить. Потому что, как правило, двойная замена, она ведь не просто меняет одного подуставшего на другого свежего, она, как правило, меняет еще и игровую схему, которая была выбрана перед матчем. Посмотрим, как проявит себя Фигероа. Он только один матч провел перед тем в итальянском чемпионате. Сейчас ему придется играть на месте главного бомбардира команды Борьелло, который своими действиями не устроил тренера. Ну а когда вместе с главным бомбардиром меняют еще и капитана, это, согласитесь, о многом говорит. Недоволен Джампьеро Гасперини, безусловно. Камбиасо перехватил мяч, развивает атаку. Пасует на Креспо. Эрнан Креспо идет к воротам, переигрывает Рубиньо. Ворота пустые. Мимо ворот Эрнан Креспо. Браво! Браво, аргентинец! Наверное, каждый из вас сейчас поставил себя на место Эрнана и сказал: ну я бы забил точно. Всех переиграл, всех обманул. Уже пали низ там защитники, которые прикрывали своими телами ворот. А он взял и не попал. Бывает, бывает. У Эрнана Креспо в текущем сезоне 2 гола в серии А. Столько же, сколько у Кордобы теперь. И вот мог быть ответ сейчас. Мгновенный. Буквально через минуту. Фигероа. Да, теперь настала его пора молитвенно складывать ладони. Потому что выручил Орландони. Миланетто. Леон. Подключается защитник Гаэтан де Роса. Конко. Еще раз Конко. Прострел. Но там дважды спокойно сыграл Кристиан Киву. Это Камбиас. Поле Рикардо Круз.
ли офсайда у Сезара. Передачу, конечно, отлично сделал Хавьер Санетти. Нет, офсайда не было, не могло быть. Мяч принимал на грудь защитник Дженуа, который нерасчетливо отбрасывал игровой снаряд голкипера. Пошел открытый футбол, который не может не нравиться нам, как зрителям. Но, я полагаю, сейчас даже при вполне надежном счете 2-0 главный недовольный на стадионе — это Роберто Манчини. Во-первых, потому что его команда пропустила сейчас вот эту атаку. И едва не пропустила в результате этой атаки мяч. И еще потому, что дважды после совершенно 100% моментов Интер не сумел забить. А расточительность, мотовство, чужой штрафной, как показывает футбольная практика, всегда выходит боком вот этой самой команде, позволяющей себе тратить большое количество моментов впустую. Леон ставил корпус Максвеллу. И там забегание делает Юрич на левом краю, получает мяч. Пошел в обводку. Так, Майкон смотрит сейчас на арбитра. Таким испепеляющим взглядом он смерил Пауло Тальявенко, но все без толку. Старательный хорват Иван Юрич заработал таким. Штрафной для своей команды. К мячу подошел Хулио Леон. Подача, и мяч летит над воротами. Очень опасный момент. Де Росса, центральный защитник. Блестящий прыжок. Партнеры сейчас сработали как велосипедная команда в шоссейной гонке. Отсекли своими мощными торсами соперников и позволили ему, как лидеру пелотона, в одиночестве выйти на финишную встречу с мячом. Но Де Росса не попал в ворота. Еще одна атака. Юрич выступает заводилой снова. Капитана Росси на правом фланге заменил Конко. Видимо, без всякой потери качества. Конко побольше сил. Успевает он и в центре, и на правом фланге играть. Сезар зарабатывает угловой. Бразилец. Но Сезар, если он и будет играть дальше в стартовом составе, не производит такого уж сильного впечатления, на самом деле, потому что в составе Интера много футболистов, умеющих разные вещи делать на поле. На фоне этих игроков Сезар смотрится довольно прямолинейным и в своих талантах ограничен. Хотя, может быть, он пока всех граней своего дарования не раскрывает в этой игре. Играет строго по заданию, по бровочке, по желобку. А Рубиньо старается. Бразильский голкипер сегодня получает обильную тренировочную практику при стандартных положениях, которые выполняют настоящие мастера своего дела. Вот впервые, пожалуй, при угловом Интера генуэзцам удалось подхватить мяч, выйти вместе с ним из пределов штрафной площади и сохранить его у себя, не допустив подбора со стороны интеристов.
Фигероа явно более крупный форвард по сравнению с Марко Борьелло. Явно не из тех игроков, которые постоянно требуют пасовать ему в ноги. Готов бороться за мячи в воздухе. А мячом и территорией завладел Интер после перерыва. Коварнейшая подача Луиша Фигу. На чеку оказался Рубиньо. Мяч, видите, летел под перекладину ворот. Вот и подоспели цифры. Владение мячом 57-43 в пользу Интера. Это серьезно. Это уже не доли процента, это уже вполне себе серьезный перевес. Вот сейчас хорошая атака Дженуа. Молодец, Бланды. Знаете, вот хочется пожелать всем командам, в том числе выступающим сейчас в Лиге Чемпионов, иметь таких вот третьих вратарей, как в Интере, которые могут выйти и с листа сыграть даже без практики на очень хорошем уровне. Конечно, можно сказать, что это за соперник, Дженуа. Ну, разве ставит он какие-то неразрешимые проблемы перед обороной Интера? Но тем не менее, знаете, вот все-таки есть в этой игре 2-3 момента, в которые голкиперу Интера пришлось выручать. И он справится. Есть еще очень важная цифра, которая характеризует сейчас игру. И вот она, эта самая цифра, не всегда, наверное, должна идти рука об руку с процентом владения мячом. Но, тем не менее, сейчас все совпадает. Вот я сказал уже о том, что Интер больше, чем Дженуа, распоряжается мячом. И, кроме этого, есть еще такой показатель, как процент выигранных единоборств. И он тоже сейчас выше у интеристов. 55% своих единоборств они выигрывают против, соответственно, 45 у футболистов Дженуа. Эти вот лишние несколько удачных отборов мяча, удачных отскоков, удачных подкатов, может быть, они часто решают дело. Рос. Потерял мяч и сбил с ног Алессандро Лукарелли. А Тальявенто был рядом. Вот в чем нельзя упрекнуть сейчас арбитр, так это в том, что он принял решение, на которое не имел личных оснований. Фигероа пошел с мячом на пролом. Майкон. Против него Фабиано. Камбьясо. Юрич. Честно говоря, я ждал его и в стартовом составе. Ивана Юрича, равно как, например, и Андреа Синьорини, Джузеппе Скулли, Марко Ди Вайо, тоже из числа игроков, которые могли бы помочь команде. Но Ди Вайо нет сегодня заявки, видимо, травмирован.
Джузеппе Скулли. Один из основных нападающих. Форвард, на счету которого есть забитые мячи. Сегодня в запасе. Может быть, мы увидим его сегодня еще. Фигероа. Не хватает практики этому аргентинцу, но, конечно, второй матч всего в сезоне. И сразу против чемпиона. Крус. Ожидал, что там можно сделать. Понял, что бесперспективен вариант передачи на Креспо. Не проходил мяч. Решил пробить ближний угол. Замена у Манчини. На поле появится Давид Суазо. Но только после вот этого эпизода Эрнан Креспо, ему пора передохнуть, 2 раза уже мог забивать. Но что-то он прощает соперника. Леон. Иван Юрьевич получил удар в лицо. И футболисты Интера вывели мяч за пределы поля. Но здесь игровой эпизод. Без грубости, нарушение правил. И действительно, Эрнан Креспо признает сейчас, что если кому-то и нужно действительно уступить свое место на поле, так это ему. Не лучшая игра Эрнана, хотя когда у нападающего есть в такой игре 2 таких верных эпизода, как были у Креспо, это значит, что он не зря шел на поле, тем не менее. Потому что они ведь не падают, как манна небесная с небес, нападают. Такие вот выгодные ситуации. Он тоже участвует в их созидании, своими перемещениями, жаждой бороться. Но вот реализовать их не было суждено сегодня Креспо. Да? Ну как ты мог там не забить, а? Понятно, какие разговоры сейчас ведут с ним эти господа. А Майкон имеет очень выразительную актерскую такую пластическую мимику. Очень хорошо разыгрывает немые сценки, общаясь жестами с Пауло Тальявенто. Сейчас просил для Ивана Юрьевича желтой карточки, не попросился. Бега, к нему перешла капитанская повязка после ухода Росси с поля. Лукарелли. Похоже на то, что Дженуа стал играть по схеме 4-4-2. Хороший момент. Конко! И мяч в сетке ворот. 73-я минута. Абдулай Конко. Не засчитан гол? Нет, защита. Нет, вопросов нет никаких. Конко просто очень долго озирался по сторонам, смотрел в сторону арбитра, лайнсменов, уточнял. Но все в порядке. 2-1. И, между прочим, Лусьяно Фигероа сыграл сейчас очень здорово. Не стал жадничать. Почувствовал, что у партнера
есть все основания позиционные на то, чтобы получить мяч. И сыграл на короткий аргентинец здорово. Абдулай Конте. И Суазо тут же, не давая расслабиться сопернику, едва появившись на поле, кладет третий мяч в поворот Рубиньо. Смотрите, даже минуты не прошло еще. 3-1. Действительно открытая игра. Но она как-то приоткрылась на 30, может быть, 40 секунд, чтобы тут же захлопнуться со скрипом. Это, конечно, ошибка защитника. Но и это назойливость, настойчивость, настырность нападающего. Суазо просто коршуном сейчас ринулся за мячом, который так неудачно посовывал назад, по-моему, Де Роса. И Рубиньо уже был бессилен. Рубиньо распахнулся навстречу Суазо. Ну а мяч-то был уже за спиной. Стремительный обмен ударами. Интер все-таки не удержался от того, чтобы пропустить. И вот в этом оборонительном компоненте, я полагаю, у Манчини есть претензии к своей команде. Но забили трижды. Забили трижды сопернику очень непростому, и при этом не задействовали Златана. Это все-таки признак очень крепкого резерва. Но игра пока не закончена. 75 минут миновало. Осталось 15. И, конечно, при счете 2-1 в эти 15 Дженоа выложился бы без остатка. И Джанпьеро Гасперини поддержал бы свою команду последней заменой, укрепил бы, подбросил дровишек. А там уж, гляди, можно было бы сравнять счет. Но Интер мгновенно ответил более чем адекватно. Еще одна замена готовится в недрах тренерского штаба миланской команды. Ух, Суазо, а? Просто ураган. Ну, конечно, здорово помогло, что он едва на поле появился. Свеж, силен. Полон желания себя показать. Перед этой игрой на пресс-конференции Роберто Манчини журналисты по привычке пытались прижать вопросами относительно Адриано. И Манчини едва сдерживался, чтобы не нагрубить в ответ. Говорил, что мне уже раз 20-й, наверное, в ходе этого сезона задают вопросы про Адриано. Вы ни одной пресс-конференции не можете без этих вопросов обойтись, уважаемые сеньоры. Посмотрите, у меня 5 нападающих в составе. Все они рвутся в бой, все готовы играть и забивать. Почему я должен раз за разом выслушивать про этого бразильца? Ну, действительно. Приятно, наверное, иметь в составе лучшего бомбардира серии А. Правда, он, Ибрагимович, я имею в виду, не единственный такой лидер. Есть еще Франческо Тотти и Давид Трезиге. Но вот Тотти сейчас травмирован и в параллельно идущем римском дерби участие не принимает, поэтому свой счет пополнить не может. Трезиге имеет шанс. А Ибрагимович, как видите, пропускает эту игру. И, видимо, когда
конца встречи на поле не появится. Но это очень полезно с точки зрения, наверное, даже педагогики для главного тренера иметь в составе лучшего бомбардира, которого можно придержать в запасе, чтобы дать порезвиться, показать себя, подстегнув дополнительной мотивацией остальных, кто тоже умеет забивать. Сезар уступил свое место на поле Николасу Бурдису. Ротация продолжается. Сезар, конечно, не из тех, кто играет на первой скрипке в этой команде. Его роль вспомогатель. Да, может быть, игра Дженуа не теряет стройности по-прежнему. Но смотрите, что творит Авиа Занетти. Непонятно совершенно, куда он сейчас передачу отдавал. Опорный полузащитник Интера прошел насквозь всю оборону. Но тут сработал какой-то рефлекс. И от ворот капитан Интера отвернулся. Слишком сильно он пущен. Но включается в борьбу бразилец. Тут же мешает развитию контратаки Дженуа. Конко. Наверное, лучший игрок в составе Дженуа в этом поединке. И потому что забил, и потому что играл полезно, смело, не тушуясь. Замена. Последняя замена в Дженуа. 34-й номер. Андреа Масьелло выходит вместо Алессандро Лукарелли, центрального защитника. Юрич. Камбиасо. Здорово мяч отобрал Суазо. Крус. Снова Суазо. Быстроногий парень. Троих рядом с собой собрал, заработал аут. Опять Суазо. Такая передача, что на площадь. Надо контратаковать. Фигеруа. Юрич. Камбиас нарушает правила по мелочи. Эстебан Камбиасу сегодня, видимо, автор победного мяча.
Любопытно, что же там такое рисовал в своем блокноте тактическом Роберто Манчини. Кипит там работа творческая в недрах тренерского штаба Интера. Манчини, Синиша Михайлович, которому помогает. А какой удар! Хулио Леон прицельно пробил в дальний угол. Бессилен был Орландони. Последняя замена. Сантьяго Солари выйдет. Набираются ребята игровой практики, те, кому пока редко удается выходить на поле. Хотя вот Солари, мы помним, вышел играть против ЦСКА в Москве. Фигу. Остались такие силы для обводки. Но попал он сейчас на свежего защитника Мазьело, у которого еще много сил на подкаты. И опять угловой. Полагаю, что уже десяток-то набралось у Интера. Да, ровно 10. Подача на ближнюю штангу, там Юрич. И созревает контратака у генуэзцев. Вперед пошел Леон. Его заваливает Бурдиссо. А уйти суждено Луишу Фигу. Здорово сегодня сыграл Луиш. В пассиве желтая карточка, зато в активе голевая передача от углового флажка, заработанный штрафной, с которого забил Камбьяс. Ну и в целом ведение игры, творчество. Все те вещи, на которые, казалось бы, уже списаны из Барселоны, сначала потом мадридского Реала, он уже не будет способен как на работу такой на постоянной основе. Но Фигу доказывает, что силы еще вполне достаточно. И вот это включение его пару минут назад, скоростное, с дриблингом, заработанным угловым, лишнее тому доказательство. Может быть, и он не маячит перед лицом соперников каждую минуту с этими ускорениями и с красным дриблингом, но в нужные мгновения он обеспечивает остроту игры. Бурдис, Суазо. Дублеры дублеров доигрывают сегодня эту игру. Суазо, каков красавец! Паоло Тальявенко бежал следом за нападающим Интера. И сейчас главный арбитр готов казнить Рубиньо. Какая карточка? Вот вопрос. А что он творит, а? Какая живучесть, плавучесть. Получая по ногам, уходя в слаломных движениях от защитника. Он стоит на ногах и бежит к воротам по прямой. Хулио Круз и Рубиньо 4-1 с 11-метровой отметки. Хулио Круз забивает свой 4-й мяч за Интер. Утверждается на позиции второго бомбардира команды после Златана Ибрагимовича. Ну, это прекрасно. Крупная убедительная победа. Хорошее настроение. И
дополнительный игровой тонус для тех, кому немного доводилось играть в этом году. При том, что впереди важнейший, наверное, из соперников на первом этапе, хотя нет, все-таки важнейшим соперником с одним из них уже встречался Интер. Это был матч против Ромы, который, между прочим, вот таким же счетом завершился в пользу Интера. Теперь на очереди Ювентус. И это будет, конечно, супер игра, вне всякого сомнения. Игра, в которой будет оспариваться своеобразный пол-позишн в борьбе за скудетто. Сегодня, кстати, вообще не день футбольной Генуи. Не буду я вам всех секретов этого тура раскрывать. Я думаю, что вы увидите в трансляции. Но скажу только о том, что Сампдория, который играет сегодня на Луиджи Феррарис, дома против Милана, терпит сокрушительнейшее поражение. Вот за 10 минут до финального свистка Милан выигрывает 5-0. Дубль Альберто Джелардино, а также голы Кака, Зейдорфа и Гуркюс. Милану тоже хочется включиться в борьбу за высокие призовые места, но Милану, который очень много на старте потерял, пока рановато об этом мечтать. Команда Анчелотти начинала этот тур на 13-й туровой позиции в турнирной таблице. Сейчас, конечно, повыше поднимется. Однако призовые главные места разыгрывают пока другие клубы. Это 3 минуты компенсированного времени и положения вне игры после передачи Эстебана Камбьясо на Хулио Рикардо Крус. Интер остается первым. 24 очка набирает команда Роберто Манчини. Слазов продолжает свирепствовать буквально в штрафной площади и на ее ближних подступах. Рубиньо. Конечно, немножечко опустится в турнирной таблице после этого поражения, но не намного. В любом случае, дела у этой команды в этом году лучше, чем в прошлом. Напомню, что Дженуа вместе с Ювентусом и Наполи — это клубы, которые пришли из серии «Б». Хотя, правда, в отличие от названных команд, Дженуа выступает пока хуже. Но тут уж становится понятно, что играть в серии «Б» с хорошо поставленным командным футболом очень даже можно, и этого достаточно для того, чтобы добиваться повышения в классе. Но вот здесь коллективной игры уже, оказывается, не хватает. Нужны звезды, нужны исполнители, нужны мастера в широком смысле этого слова. В составе Дженуа игрок такого вот мастерского пошива — это Марко Борьелло, но сегодня он не сыграл, как от него требовали бы. Вправе, наверное, требовать вот эти вот генуэзские болельщики, которые так
таким энтузиазмом в начале этой игры себя проявляли на трибунах, сейчас сникли. Ну а других игроков вот такого высокого класса, и которые свой класс высокий еще способны в ходе игры подтверждать, не обнаружилось в составе приезжей команды. И Интер заслуженно торжествует. 4-1 победа итальянских чемпионов. Вместе с вами за игрой наблюдал Роман Трушечкин. Всего доброго, до новых встреч.